История подвига именитого уроженца Коми, героя Советского Союза Николая Оплеснина готовит представить на театральной сцене драмтеатра имени Виктора Савина. Пьесу «Берега» когда-то для этого подготовила наш драматург Любовь Терентьева. Эту премьеру готовили ко Дню Победы. Но вмешалась пандемия. В итоге сместилось все на октябрь, что тоже символично. Именно в эти дни подвигу Оплеснина исполняется 69 лет. Елена Кононова продолжит. Ты кто? Чего молчишь? Монтирую. В спектакле зритель не увидит полной биографии героя. Всего лишь несколько эпизодов из его жизни. Встреча Оплеснина с будущей женой, обыденные дни окружения, его приезд в Сыктывкар в 1942-м, уже будучи героем Советского Союза. Без лишнего пафоса и героики, говорит режиссер. Поэтому подвиг постановки проходит незаметно. Ведь героями не рождаются. Командир сказал Николаю «надо», и он поплыл. Потому что подвиги не происходят у нас не так, как в Америке показывают, да? Герой вышел, всех победил, закатное солнце, летит вертолет, ему все аплодируют, он идет такой «я герой, герой». Вот. Это не свойственно нашему советскому человеку было. В основе постановки реальные события и реальные люди, которые жили в те годы. Жена Оплеснина Надя, дочка Инночка, его мама. Но, по словам Бориса Лагоды, биографический спектакль ставить всегда сложно. Подобных работ у театра много, и хочется, чтобы они все отличались друг от друга. Сам образ Оплеснина скорее собирательный, посвящен всем, кому мы обязаны за наше мирное небо. Это уже не первая моя работа биографическая. И мне страшно каждый раз перед такими спектаклями, потому что появится человек, не дай бог, который скажет, что Николай Оплеснин не был таким. И пойди объясни и докажи, что не было задачи именно сыграть Николая Оплеснина. Либо Петерима Сорокина, либо Виктора Савина, либо еще кого-нибудь. Декораций минимум, на сцене ландшафтный дизайн, где происходит 4 места действия. Все костюмы собственного производства. Нам удалось найти довоенные коляски, они деревянные были. И вот у нас вот такая есть этноколяска, когда ребенка вот качают. Вы посмотрите, это, понимаете, я был безумно счастлив, что бутафорская мастерская изготовила вот именно вот это вот произведение, я скажу, искусств, потому что их сейчас не найти нигде. Будут музыка и танцы. Герою спектакля то и дело подхватывает и кружит вальс. Балетмейстер из Саратова Нелли Дашевская, которая с нашим драмтеатром работает давно, признается, музыкальный материал для нее был неожиданный и интересный. Есть соло, как у главного героя, есть дуэты, есть общие танцы. У нас прекрасный довоенный вальс, который звучит, и вы услышите прекрасный голос нашей звезды эстрады, да, и эпохи, где абсолютно гармонично смотрятся 4 человека, находящиеся потом в условиях войны. И собирательство вот этих образов как раз оно начинается с предвоенного времени, когда они выходят и двигаются в формате вальса. Несомненно, будут споры и дебаты. Кто-то примет спектакль, кто-то нет, уверены служители Мельпомены. Ведь даже сам автор пьесы Любовь Терентьева пока не знает, что она увидит на сцене. Впрочем, как зритель встретит очередные сюрпризы театра, будет уже скоро известно. Премьера состоится 23-24 октября, и руководство театра напоминает про меры безопасности и обязательный масочный режим. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.